На реке Лени развернули палатку для подледной рыбалки. В честь дня рождения телеканала «Якутия-24» популярный YouTube-блогер Вячеслав Бродников проведет в прямом эфире выпуск «Клевой рыбалки». Вместе с блогером работает наша съемочная группа, и в течение дня мы будем наблюдать за успехами. Я передаю слово своим коллегам. Ну что ж, в эфире телеканал «Якутия-24». Сегодня 1 февраля. Нам исполняется ровно год назад, 1 февраля, на территории Республики Саха-Якутия был запущен круглосуточный информационный телеканал «Якутия-24». Я хочу поздравить всех своих коллег, хочу поблагодарить коллег и также поблагодарить телезрителей, которые в течение этого года с нами. Ну и как любой день рождения, у нас сюрприз. Сюрприз у нас для наших телезрителей. Специально под наш, так скажем, первый день рождения в Якутск прибыл человек, которого, ну, в любом случае знает, обязаны знать мужская половина наших телезрителей. Это Вячеслав Бродников, автор и ведущий проекта на YouTube-канале «Клевая рыбалка». Вячеслав, приветствую. Здравствуйте, Алексей. С днем рождения. Спасибо. Ну что, сегодня мы будем заниматься тем, чем вы любите заниматься, тем, чем вы удивляете народ. Сегодня мы будем рыбачить. Сразу обговариваем, да? Рыбачим по принципу рыбаков. Рыбные места не выдаем, не сообщаем, где мы рыбачим. Да. Хорошо. Ну, давайте готовимся все равно, да? Мы прибыли буквально час назад, установились. Давайте потихоньку собираться, готовиться. Да, конечно. Ваш инвентарь. Ну и будем вести беседу. Давайте начнем с того, откуда и как появился проект «Клевая рыбалка». Хорошо. Как появился проект? Ну, Вы удочки собираете, я буду... Я уже, как везде я говорю, что я вот лет 6 тому назад еще это запланировал. И раньше, когда вот жил и работал в Якутске, то вечерами, как и любой городской житель, наверное, включал YouTube и смотрел любимые передачи там о рыбалке, об охоте. Ну и думал, почему бы самому не сделать такой канал. Тем более я знаю, что у нас в Якутии богато рыбой. И вот возникла у меня такая идея переехать на север, потому что еще, кроме этого, я люблю северную рыбу сам, ну, в гастрономических целях, так скажем. И сразу решил заодно показывать. Тогда тут возникает вопрос, то есть Жиганский ты оказался только потому, что для того, чтобы запустить YouTube-канал, или все-таки в первую очередь по работе уехал и дальше уже параллельно стал развивать? Ну, я вообще как бы рассматривал несколько вариантов, да, для того, чтобы в северный район. Во-первых, как бы совместить работу, ну, приятное с полезным, да. Мне предлагали Колымский район переехать. То есть там нужны были работники в лесничестве. Конечно же, в первую очередь я как бы по профессии сам лесник. И вот это вот призвание мое как бы тоже здесь сыграло немаловажную роль. То есть все-таки, конечно, по работе больше. Как семья отнеслась? Ну, супруга меня, вот спасибо ей, Оксана, она меня поддержала очень сильно в этом плане. Поэтому вот мы переехали, рассмотрели несколько вариантов и все-таки остановились на Жиганском районе, потому что более-менее хоть как-то транспортная сеть там более-менее налажена. И поближе к реке Матушки Лени, да? Да, и, конечно же, самая главная такая артерия наша протекает, это река Лена, одна из великих рек. И вот. Хорошо. Ну тут все-таки сам говоришь, что работа, не работа, основа все равно это работа. Ты работаешь по линии лесного хозяйства. Ну и злые языки за глаза, да и в комментариях на канале тебя называют главным браконьером республики. Ты как к этому относишься? И много, наверное, нового себе узнаешь. Ну да, есть такие комментарии, конечно, люди пишут свое мнение, здесь ничего, это вот никак не скроешь. Но я хочу сказать, так вот есть заблуждение, да, очень много возникает. Во-первых, люди считают, что если я работаю в лесничестве, то я нахожусь как бы на государственной службе, да? Ага. Это очень большое заблуждение.
лесная охрана давным-давно уже не государственная служба. То есть мы обычные рядовые, так сказать, офисные работники. Ну, иногда вот уезжаем в лес. Сейчас очень бюрократично стало наше государство, очень много бумаги. И вот то, что вот я езжу рыбачу, я езжу как любитель, рыбак, рыбачить. Свободное от работы время. Да, конечно, да. И то, что браконьерят, это вот рыбалка на сети и все, на перемет, это все разрешено законом. Просто наши люди как бы не все читают законы, и поэтому не знают, думают, что вот это и есть браконьерство, там рыбалка на сети. Они же не знают, что в Якутии... Это, наверное, особенно касается российской части, российской, украинской, казахстанской части пользователей, которые смотрят за которых тобой. запрещены сети. У них другие правила. Да, у них другие законы в этой части. Ну, смотри, судя, опять же, по видео на твоем канале, уже и гости приезжают с разных уголков страны, не только с Якутии. Можно тебя назвать таким притяжителем или точкой притяжения туризма в Якутии? Много желающих порыбачить с тобой? Да, со мной много желающих пишет мне в социальных сетях, что хотят приехать. Они просто как бы, многие хотят из них пообщаться, а многие вот действительно интересуются, как можно доехать. Осторожно, сейчас загоришься. И вот когда я начинаю им объяснять, как можно доехать до меня, то у них сразу желание отпадает из-за стоимости. Ну, как считаешь, все-таки тогда, что необходимо и необходимо ли вообще развивать рыбацкий туризм в нашей республике? Мне кажется, это будет, наверное, даже, скорее всего, в будущем, наверное, как-то даже какой-то вот именно Меккой такой рыболовной будет, наверное, Якутия, я так думаю, именно рыболовный Что для туризм. этого необходимо? Ну, Понизить цены на авиабилеты? можно даже, скорее всего, не понизить цены, да, а можно как бы дополнить рейсы вот регулярные, допустим, или добавить какие-то новые виды доставок, например, тоже по реке, например, там какие-то скоростные эти поставить, катера, там вот эти, ну, ракеты там, как раньше было. Вот. Сделать доступнее все это дело, Да, транспортную логистику. Да. Ну, для тех, кто смотрит нас за пределами Якутии, должны понимать, сегодня мы рыбачим в акватории города Якутска. Ну и, собственно, Вячеслав прибыл к нам накануне из Жиганска. Сколько у нас расстояние? Перелет 2 часа занял, да? Да, перелет длится 2 часа, час 40, если быть точнее. И это считается, как бы, я приехал с Арктического, прилетел района, ну и это считается очень быстро. Ну да. Хорошо, теперь к рыбалке, наверное. Что ловим-то сегодня? Я не представил друга Вячеслава, Антон Семеров у нас с нами сегодня в нашей выездной, так сказать, студии. Антон, поприветствуй наших телезрителей. Я думаю, в кадр попадаешь. Вот, помаши, в кадр попал. Вот, Антон помог нам организовать инвентарь. Ну и, собственно, поможет, наверное, сегодня рыбу нам поймать. Что ловим? Сегодня мы ловим елец, сорога, если попадется, окунь. Ну, здесь у вас как с сигом? Попадает? Сиг, да, сиг. Иногда бывает, но... Тут сантиметров 30-40 под льдом. Ну, тебе все равно, наверное, доводилось рыбачить в акватории Якутска, у Якутска, да? Насколько вот велика разница с тем же Жиганском? Мне здесь летом я только здесь рыбачил один раз, и здесь рыбы очень, я заметил, на тот момент было очень мало, то есть мы совсем маленько поймали, в отличие от Жиганска. Ну, в Жиганске, понимаете, там тоже все зависит от погоды. Рыба вообще, на клев рыбы влияет очень сильно погода, и поэтому здесь такое, что не предскажешь прямо, точно не скажешь. О, О,
Первый С улов. почином, с почином вас. Спасибо. Вот, поймал раньше Вячеслава Бродникова. Да. Поздравляю вас. Хотя Так, у меня... давайте, что-то мы тару-то не подготовили под рыбу. пока можно, наверное, вот Да, туда пока откинуть. так в угол сложим. Елец, Сибирский елец, да? Да. первая пошла. У нас рыба есть. Да. Куда она денется? Так. Рыба есть. Вот здесь вот на балансирчик даже была поклевочка. Ну, в тот раз килограмм 5 поймали здесь. На этом месте? Да. Но мы договорились, место не сдаем. Так что не озвучиваем где. Да, секретное Главное место. рыбацкое правило. Ну, тяжело или легко так совмещать? Наверное, все-таки проще быть рыбаком, когда ты занимаешься лесным хозяйством, когда ты прекрасно ориентируешься на той территории, которая тебе отведена, да? Ну, здесь мы как бы, как сказать, располагаем своими планами там лесными. И, конечно, все речки я знаю, какие есть, где какие артерии проходят. Но все равно рыбные места, как говорится, узнаешь только у людей, которые там были, рыбачили. Ну, рыба же, она не везде же ловится. Ну да. То есть места, где ловится, где хорошо обитает, где более так скудно. Ну, если опять говорить, ну, я вот сам по себе, честно признаюсь, не любитель зимней рыбалки. Но лето, все выходные стараюсь проводить на реках. Но, к сожалению, к моему сожалению, как к любителю рыбалки, мы часто сталкиваемся с запретами. То есть у нас лето и без того короткое. Я понимаю, что да, до 20 июня определенные ограничения в части нереста. Здесь я целиком полностью согласен. Надо потерпеть, дать развитие рыбе. Но когда начинаются лесные пожары, все, табу. Въезд особенно на особо природные охраняемые территории ОПТ. Как тут лично твое мнение? Насколько надо закрывать реки? Насколько виноваты рыбаки в тех же пожарах, которые происходят? Вы знаете, я как бы по долгу службы вам могу... Собираетесь куда-то ехать, то вы должны отметиться во время вот пожароопасного сезона, это очень касаемо. Вы должны отметиться в администрации наслега и, получается, в лесничестве. Но также, если это особо охраняемая природная территория, то, конечно же, еще и в компетентных органах, то есть там в департаменте биологических ресурсов или еще где-то, да. Если вы взяли, я считаю, что если вы отметились везде, во всех службах, если у вас есть все справки на руках, вы едете на рыбалку, у вас написано, сколько дней вы едете. Думаю, что таких людей нужно как бы к ним более лояльнее относиться и пропускать их, то есть на эти объекты, потому что они все-таки отмечены везде во всех этих службах. То есть если что-то произойдет, то виноватого в этом можно будет более быстрее найти, чем люди, которые будут проезжать, пытаться проехать туда без разрешения. Да. В одном из пабликов федеральном по рыбалке выложили фотографию с мунхи, с нашей. Я уж не помню, в каком районе это было, республики. Но мунха, куча карасей, как все это обычно и происходит. И столько гневных комментариев понеслось в этом паблике к фотографии с других стран, да, с других регионов России. И мне пришлось там отвечать, так скажем, коллегам-рыбакам о том, что, ребят, для нас это прокормка. Мунха — это когда выходят все деревья. Да, то есть это не столько это и традиция, конечно, но это действительно для себя, это для населения, когда все деревни выходят рыбачить, правильно? То есть на пропитание. Да, это праздник, это пропитание на всю зиму. Вот мешок карасей поймал, на одну семью там на ползимы хватит. Да. Вот, поэтому как-то тоже надо, наверное, доводить и до федерального центра, в том числе и до депутатов Госдумы, что нам нужны послабления в этой части. Хорошо, давай теперь к темам таким более приземленным, рыбацким, так сказать. Как относишься к алкоголю на рыбалке? Я алкоголь абсолютно не только на рыбалке, я и в жизни его вообще как бы
сейчас не употребляю и, то есть, И не советуешь? не советую даже людям, да. И раньше-то его и не особо. То есть по праздникам только так вот, как говорится, да, люди выпивают. Ну и опять же, в вопросах алкоголя я тогда тебя уведу в Жиганск. Смотри, в Жиганске, если память мне не изменяет, в прошлом году был введен сухой закон, принят депутатами. Да. Ну, твое мнение как обывателя, как человека, который непосредственно живет в населенном пункте, есть эффект от этого закона или нет? Не закона, а запрета. Да, есть. Даже вот люди, которые раньше очень много выпивали, сейчас уже более-менее такие, так сказать, призатихли в этом деле. Все-таки немножко есть эффект, то есть уже нет такого повального прям алкоголизма. Хорошо. Другой рыбацкий вопрос. Как относишься к рыбалке поймал, отпустил? Или все-таки у нас в республике это не такая широкомасштабная культура? Нет, я считаю, это очень хороший закон поймал, отпустил. Если ты не собираешься эту рыбу есть, то ее надо просто как бы ловить и отпускать. А зачем убивать? Ну, где мера? Какой должна быть мера? Кому-то, я не знаю, 3 хвостов хватит по 3 килограмма, а кому-то и полтонны недостаточно. Какой должна быть мера? Для пропитания? Ну да, или все-таки мы должны строго соблюдать правила объемов вылова. Ну, допустим, на территории Якутска у нас какие правила там? За сутки 1 хвост щуки, по-моему, было так. Там что-то в ленок в районе 1 хвоста тоже. Но в Жиганске немного по-другому. Я, кстати, смотрел, в Жиганске, Да, по-моему, да. 3 хвоста щуки можно, ленка можно. Нет, там щука и окунь Без не меры. ограничены. Не Ну, вот. ограничены. Ну, значит, по ленку были ограничения. Там, Да, до 1 3. ленок, 1 ленок тоже был? Один Я помню, таймень везде 1. 1 нельма, 1 таймень. Ну, карася, кстати, 250 штук можно в сутки От вылавливать. размера тоже зависит. Нет, от размера. Там Нет, они размера не по зависит. хвостам По считают. штучкам. Штука, ага. Ушла. Вы знаете, я вот по этому вопросу скажу так. Я смотрю как бы тоже инспекторов, рыбинспекторов, которые выступают по этому поводу. И они приводят данные, то, что эти данные, конечно, берутся не с потолка, все, а это научные, так скажем, обоснованные факты. На реке Лени развернули палатку для подледной рыбалки в честь дня рождения телеканала «Якутия-24». Популярный YouTube-блогер Вячеслав Бродников проводит в прямом эфире выпуск клевой рыбалки. Вместе с блогером работает наша съемочная группа, и в течение дня мы будем наблюдать за рыбалкой. С ними мы связывались час назад, и сейчас узнаем об их успехах за это время, и я передаю слово своим коллегам. Поймай. Ну что, уважаемые телезрители, в прямом эфире, впервые в истории на телеканале «Якутия-24» автор и ведущий проекта «Клевая рыбалка» на канале YouTube Вячеслав Бродников. Ну и, собственно, вот буквально за минуту до выхода в эфир взяли мы окушка. Это 2-я рыба наша. Вообще рыбу не принято считать, конечно, но, скажем так, 2-я рыба за час. Поздравляю с почином вас, Спасибо. теперь, Вячеслав. Но, с вашего позволения, я его отпущу, Давай, потому что выпускай на таких свободу. мелких я не привык брать. У нас там ловится очень крупная рыба, поэтому это все мелкое, считаю. Ну, для души так, рыбалка для души. Кстати, вот пока мы готовились к этому включению, подняли вопрос новости, так скажем, последних 2 дней. Это новость о том, что Вячеслав Бродников удостоен серебряной кнопки Ютуба. Ну, я думаю, Вячеслав сам все расскажет, покажет. Давай я удочку подержу или... Нет, она так Я пусть. видел видео недавно у тебя на канале, когда у тебя удочка убегала. Да, так что давай было лучше я такое подержу. видео. Так, значит, я недавно, то есть не то, что не недавно, а месяца 3 перед Новым годом еще у меня на канале был 100-тысячный подписчик зафиксирован. И в связи с этим YouTube своим как бы вот блогерам такую награду присуждает. И мне вот отправили, вот сколько месяцев она, перед Новым годом это было, в декабре, январь, да? Вот
2 месяца вот шло вот эта вот посылка вот. Ну, доставай уже, не томи. Да, и Показывай. я вот долго ее не открывал, специально ждал вот момента, чтобы и показать подписчикам. Кстати, вот я сразу же снимаю для блог, сразу, ну, для своего YouTube канала, и сейчас будем делать распаковку. Антон Симеров, ему могу вот позволить отрезать, разрезать, да. Та-дам. Так, здесь так, потом здесь, вот это, вот здесь. Ну, пока не распаковывают, я расскажу. Поклевка идет не очень, честно говоря. Вот за час всего пару раз рыба Да. клевала. У меня тоже пару раз, ага. Поэтому, ну, не время, как говорят опытные рыбаки. После 4 обещают, что будет все хорошо. Кстати, сегодня включение с места рыбалки у нас будет в течение дня до глубокой ночи. Так что, кому интересна рыбалка, смотрите нас целый день. Вот так. Заветная серебряная кнопка. Да, вот, серебряная кнопка. Вот так выглядит. Да. Кнопку отправила с уважением Сьюзен Ваджицки, генеральный директор YouTube. Поздравляем, вы набрали 100 тысяч подписчиков. Это серьезный результат, ведь чтобы привлечь на канале такое количество зрителей, нужно долго и усердно работать. Чтобы отметить ваши успехи, мы хотим вручить вам небольшой памятный подарок, серебряную награду. Теперь ваша задача удержать аудиторию и заинтересовать новых зрителей. Уверены, вы не остановитесь на достигнутом. Следующий знаковый рубеж – 1 000 000 подписчиков гораздо ближе, чем кажется. Желаем творческих успехов. Спасибо. Поздравляю, Вячеслав. На самом деле Спасибо. заслуженная награда. И я вот сам тоже веду небольшой блог на YouTube-канале. Ну, я, понятное дело, это там в таком любительском формате. И прекрасно знаю, ну и как человек, который работает на телевидении, какой это огромный труд. Вот сколько времени уходит на то, чтобы люди же как думают, просто приехал, отснял и выкинул в интернет. Расскажи стадии подготовки стандартного ролика, фильма для своего канала. Сколько сил и средств уходит на это? Ну, во-первых, все начинается, подготовка начинается у меня заранее. То есть даже, допустим, за несколько дней до выезда я готовлю снасти, готовлю там приманку, потом это постоянная вот эта вот тревога, то, что может место не то подберешь, может еще, может там клевать не будет или еще что-то. Как у нас сейчас происходит, да? Да. Так, потом готовлю снегоход, потому что зимнее время снегоход, летом, значит, мотор, ну, лодку, все вот это осматриваю. Потом заправляю горючим, тоже там затраты идут. Потом, значит, добираемся до места, тоже не близко там ехать, прилично. Но это что я не показываю, потому что это не будет неинтересно. И уже на месте приезжаем быстренько, у нас у всех распределены обязанности, кто-то палатку, значит, ставит, кто-то быстро печку вытаскивает, там начинает собирать, кто-то полы, кто-то снег чистит. Пробуриваемся, устанавливаем палатку, растапливаем печку быстренько. Ну и все, и ребята начинают рыбачить, а я начинаю подготавливаться, значит, оборудование готовлю, отогреваю там, где что замерзло. Ну, в основном все в животе таскаю, в внутреннем карманах, так все распихиваю, чтобы Ну, у нас операторы, кстати, так же и делают. Вся техника поближе к телу, чтобы не мерзла. Да. И потом уже отснимаю материал, дома приезжаю, монтирую тоже в свободное время вечерами, и потом уже загружаю в YouTube. Тоже загрузка тоже длится где-то сутками. Ну да, с учетом того, что в жиганский интернет, Да. там оптики нет, если мне память не изменяет. Нету там. Ну вот Да. насчет конкуренции. Накануне, вчера вечером я вот прочитал об этом в интернете. Айсен Сергеевич Николаев, попросили его выступить экспертом в ежегодной премии «Якутянин года». Сила духа выдвинул он нашего прославленного Ивана Белолюбского, а в номинации «Добрые вести» выдвинул Вячеслава Бродникова.
Один из экспертов, другой уже не Айсен Сергеевич, другой эксперт, выдвинул наш телеканал в этой же номинации «Добрые вести», так что мы теперь конкуренты в борьбе за звание якутянин года. Не, на самом деле мы действительно следим за Вячеславом и прекрасно знаем, понимаем, какие добрые вести он несет на весь мир. Поэтому, дай бог, победишь, будем за тебя очень рады. Ну, спасибо. Я вам тоже желаю удачи. Айсену Сергеевичу огромная благодарность, что он выдвинул вот мою кандидатуру. Я сам очень удивился. Приятно. Сегодня утром только об этом узнал. И вот сейчас до сих пор нахожусь в таком, так же сказать, шоковом состоянии немножко. Ну, вы, кстати, недавно встречались с ним. Он в конце января был в Жиганске к вам с рабочим визитом находился. По вопросам Арктики там был, обсуждались темы. И также был на работе у тебя. Вы встречались, если не секрет, о чем разговаривали? Ну, Айсен Сергеевич поинтересовался, как у меня идут дела. И также вот его волновал вопрос по северному туризму. Как думаешь, вообще есть перспективы? Нет, он мое мнение вот просто хотел узнать. Вот. Ну и также его интересовали вот какие проблемы у тех людей, желающих приехать, возникают, допустим, ну, что им мешает приехать сюда, в Якутию, как бы, да, вот. Ну, я то же самое сказал, в принципе, у нас дороговизна вся этих переездов, все это вот все то же самое. О чем мы сейчас вот разговаривали недавно. Ты на рыбалку-то пригласил его? Да, конечно, обязательно. Я всех приглашаю. Вас также приглашаю. Официально можете приехать, порыбачить. Рыбаков у нас много. По поводу вот блогерства тоже вот хочу сказать, да, у вас вот свой канал, вы сказали. Также у нас вот в Якутии есть молодые блогеры начинающие. Их тоже вот хочу как бы озвучить. То есть рыбалка Вилюй Якутия, это парень вот Гаврил из Вилюйска, сейчас вот начал показывать. И Олесь Петрович, он также освещает тоже Нюрба, да, освещает Якутию, там очень много у него роликов. Сейчас у него миллионный ролик, уже там миллионный просмотр пошел. Тоже хороший парень. Не, на самом деле блогерство открывает большие возможности же для рассказов о Якутии, о народе, о его самобытной культуре. Ну, это же круто, так и должно быть. Да, все верно. Во сколько клевать-то сегодня будет? Давай мы, наверное, Антона послушаем, который, как местный товарищ, расскажет, во сколько поклевка будет. Ну, приблизительно 4 начнет. Согласно графику, да? Жор начинается с 4. Ну, здесь, я так понимаю, ну, сегодня у нас пятница, и после обеда сюда, наверное, наплыв народу будет, да? Наплыв народу. Целый городок будет разбит. Как раз выходной. После работы 6 уже полно. Ну а завтра еще больше Не только будет. здесь, а мест много. Под Бестяхом, здесь, Табаки, Акалас. Ну сейчас вот еще вот не все же смотрят YouTube, вот не все знают, так сказать. Мне кажется, что многие есть люди, которые все равно не осведомлены. Канал у тебя относительно молодой, сколько? 2 года ему? 3? Третий год? 2 года. Я как бы плотно работаю 2 года. Ну, 2 года, я думаю, это такой, вот нам год. Сегодня телеканал Якутия 24 год. Мы прекрасно для себя осознаем, что это для нас только начало. И также у тебя. Поэтому очень сильно надеемся, что скоро взамен серебра придет золото, золотая кнопка. Ну, спасибо, спасибо. Я тоже на это надеюсь. Давай еще какие-нибудь байки у нас потравим про рыбацкие байки. Летом ездил с Александром Ильичем. Это, кстати, вот мы перед тем, как уйти на перерыв, так сказать, на эту тему подняли, да, он, наверное, много баек рассказывал. Поделись. Да, у него были байки. Он говорил, что вот самую крупную щуку он поймал в Усьмайском районе в реке Чабда. Там есть такой вот, речка такая есть. Она, получается, по мае там вот. Там он рассказывал, что он поймал самую крупную щуку там. Она тоже там что-то 13 килограмм, что ли, это весила-то. На спиннинг именно.
Ну, если говорить о байках, то у нас в практике был такой случай, когда мы щуку вынуждены были с ружья стрелять. Когда... Могли вытаскивать. Да, мы на лодке были, Крым-лодка, поэтому сплавиться... Я и сплавиться, говорю, подсадчика с собой не оказалось, щука оказалась огромной, у друга на блесне сидела. Вопрос решил только выстрел с ружья. 17 килограмм щука оказалось. 17. Летом, наверное, все-таки не получается вырваться с Жиганска, да? Всегда только там рыбачишь. Допустим, если будет там приглашение съездить в Южную Якутию, в Нерюнгри, очень хорошая рыбалка. По долгу службы, наверное, не получается, да? Ну, у нас летом вот пожароопасный. И вот Самый поэтому- рабочий сезон. Да, самый рабочий сезон получается, поэтому отпуска даже не дают. Но мы все равно в выходные ездим, патрулируем, заодно смотрим, чтобы люди аккуратно. Ну, у нас вообще на реке люди аккуратно себя ведут, рыбаки. Наоборот, вот там вот в Жиганске, там очень глухая, черная такая вот предтундровая тайга, да, то есть предлесотундровая тайга. И очень непроходимая и очень много гнуса, который не каждый человек может зайти там в лес, что-то там делать. И люди же Не речные, они в проберешься. основном все время на реке. Ну да, река кормилица для людей. Да, и с кострами тоже там. Там вот хворост лежит прямо, водой принесло, на берег накидало. Им не надо в лес идти, ничего. Они прямо на камнях там все собрали, тут же прямо на камнях разожгли. Там. Ну и все охотники, рыбаки знают, как обращаться с огнем. Поэтому в Жиганске, наверное, ни разу еще по вине человека, наверное, пожаров не было при мне. Ну, при мне не было ни разу. Ту-ту-ту. Но все равно я всех призываю все-таки. Много людей смотрит с других районов, да. Призываю всегда быть осторожными с огнем в лесу. Давайте я сейчас обращусь к своему телефону, потому что мы анонсировали наш эфир, и большое количество пользователей интернета отправляет вопросы, просят задать. Хорошо. Часть из них я озвучу. Хорошо, конечно. Так, Вячеслав, нас, коренных якутян, прижали законами о вылове водных ресурсов. Как, по-вашему, это справедливо? Я рыбак с детства, просто кормлю семью, ни разу не торговал выловом. А теперь платить за каждую рыбеху, к чему катимся? Извиняется человек за свой вопрос, но на самом деле любителям, я так понимаю, нас оставили рыбалку бесплатно, правильно? Да, да, любительский лов, он бесплатный. И получается только вот нормы ввели вылова ежедневные. Нормы. Да, суточные нормы. Там есть тоже вот оговорки, если ты несколько суток рыбачишь, то там тоже вот на это все есть там в правилах. Два личных таких вопроса задают. Возраст ваш и немного о семье. Жена, дети, кем работают? Ну, мне 37 лет. Чуть не сказал. Да, 37 лет мне. У меня 3 детей. Старшей дочери 13, потом дочка 9 и сыну 8. Ну, школьного возраста все дети. В школе учатся на отлично, хорошо. 3 детей, правильно? Да, 3 детей. Вот. Каково быть многодетным отцом-рыбаком? Ну, как сказать, отлично, 3 детей. Ну, Трое- сыну прививаешь любовь к рыбалке? Да, Я и видел, что сыну- дочь помогает на кухне готовить, а вот сына на рыбалке я, по-моему, или я плохо смотрел, или еще видео не было. Сын был со мной на рыбалке на зимней, на Налима, и дочка. Но у меня дочка больше просится на рыбалку, чем сын. Он такой более домашний, такой, более, ну, к маме более тянется так. Может, его возраст, но хотя он каждую рыбалку пытается, ну, как бы просится, да? Но судя, ну, из-за того, что ему пока 8 лет, я его еще пока это не особо беру с собой. Продолжается подледная рыбалка на реке Лени. Сейчас еще раз дадим слово известному блогеру, автору программы на YouTube-канале «Клевая рыбалка» Вячеславу Бродникову. Мы продолжаем прямой эфир
на телеканале Якутия-24. С вами я, Вячеслав Бродников, рыбак из Жиганска. Значит, вот со мной Антон Симеров, мой напарник на сегодня, рыбак. У нас сегодня после обеда потеплело. В этот занесли вот печку дровяную. Теплее стало, разделись, раскрепостились, как говорится, тут маленько уже поймали. Ну, когда у нас время клёва здесь под Якутском? Антон, Ну, можешь? сейчас клев слабый, Мгм. как бы. Где-то в 4 начнется потихоньку. И сколько длится вот по времени? Ну, с 4 до скольки? Часов 4-5, наверное, да? До 8, да? До 9, да? Ну, у нас там чуть-чуть по-другому. У нас клюет с 4 до 5, всего час клюет. И клюет у нас вот в основном сорога и ясь. Вот ельца еще ни разу не ловил у нас на протоке. А здесь вот, смотрю, у вас вот... Одни ельцы. Да, ельцы в основном. Сороги меньше, да? И тут мы с десяток ершей наловили. Были окуня. Ну, мелковатый тоже окунь такой вот. Тоже отпускаем. Хочется, конечно, трофея такого вот. У тебя у самого-то, расскажи, трофей-то за всю жизнь какой самый такой? Пока такого трофея не было, как бы. Ну, килограмм 5-6 всего. Щука. Все? 5-6 килограмм щука, да? А тайменя не довелось еще поймать, да? До тайменя Ну ты это делаешь попытки его поймать же, да? Да. Ездишь. попытки есть. А по вот на каком транспорте, вот в какую сторону ездишь рыбачить тут вот под городом? Под Якутском. Ну, летом на лодках Угу. поблизости Табагу можно, Кангаласы. То есть прямо спустился под берег Да. и начинаешь ловить, да? Да. Намсы часто ездим, там хороший клюв. Ну там я знаю этот Графский берег, наверное, Красный берег, да. да? Мгм. Кому не лень, туда ездят. Рыбачат, отдыхают. А соревнования, я слышал, вот проходят на Графском берегу. Там не участвовал ни разу? На Нет. Графском берегу. Нет. Ну, у нас Мормышка вот проходит соревнования. Нынче будем участвовать, конечно. Команду собираете, да? Будем участвовать. А вот как ты относишься вот, ну, с рыбой вообще что-нибудь еще делаешь, кроме того, как жаришь там или варишь уху? Коптим Мгм. прямо на костре. Ну так, горячего вы делаете, наверное, Да. копчение, да? Копчение, Скорее горячее всего. копчение. Солью. Ну это летом, наверное, да, вы Летом. коптите в основном, да? Мгм. Горячего копчения. А солите какую рыбу? Под Якутском. Ну, Щуку? Щуку иногда, да. Мгм. Просто я вот... Даже окуней солим. Мгм. Очень вкусная рыба. Конечно, я ел окуня, щуку ел соленую. Даже вот у нас вот плотву вот солили. Ну, это я в детстве так вот ел. Сейчас я вот живу на севере, там, допустим, щуку не солят, окуня не солят, допустим, только вот морские рыбы. Там. Либо речные рыбы, да, Юкколу крупные. делаете, да? Юккола. Ну, юколу тоже любители делают. Я сам в основном вот сейчас начинаю осваивать вот соление колодкой, ну, сухого посола, знаешь. Не видел такой посол? Нет. Делаешь короб такой вот из досок выбиваешь и солью посыпаешь крупной, Мгм. пищевой, и сверху накладываешь рыбу, опять посыпаешь солью, и вот так вот, пока короб не наполнится, весь набиваешь его рыбой. И получается у тебя соль впитывает всю влагу из рыбы, и она получается как
сухая такая, знаешь, как мумия такая. Ага. Ну, достаточно так интересно получается, да. Но правда, после такого посола, вот, если будешь солить таким методом, да, все-таки рекомендуется рыбу отмочить там энное время. Соленая Смотря, воде. да, от размера рыбы там и от этого. Потому что соль, она все-таки впитывает с излишком, и ее надо потом в воду будет отмочить и потом подвялить еще маленько, и тогда будет вот. Чем хорошо тесто, да, это тем, что ты можешь сам его изготовить, и ингредиенты для теста, то есть ты сам можешь добавлять. Допустим, у меня есть небольшие хитрости при изготовлении теста. То есть я беру воду, да, и туда немножечко масла добавляю, растительного, чуть-чуть, да, для запаха. И добавляю, соответственно, у меня вот есть вот таких вот посуде вот продается этот корм для аквариумных рыбок, ну, он сухой такой, знаешь. Я беру его и руками прямо крошу в опилку, ну, до порошка, и добавляю прямо в это тесто, то есть смешиваю тесто вместе вот с этой вот Масса. прикормкой, да, вот с этой массой, получается вот для рыбы такой запах, и тесто, ну, как бы, Ну-ну. ну и достаточно уловисто получается. Ну ты же видел, да, там у меня последний сюжет-то, когда вот рыбачили, сидели, языки какие ловились. Большие изи, да? Да, 1,5 да, килограмма. и сорога. Ну это Владислав поймал на 1,6. У меня-то поскромнее языки. Может, кило 200 там. Вот. Где-то видел вот в этом по ютубу, даже по тому же, как его так вот, по-моему, пучком таким насаживаешь, да? Я Ну. сейчас дров подкину быстренько. А то у нас тут печное отопление. Быстренько остывает печка. А кероной постоянно пользуешься, да? Я смотрю. Кероной постоянно пользуемся. Очень хорошая. Ну, удобно. Просто. То есть у вас тут Просто с керосин. керосином Да. проблем нету, да, я так понял? Да. У нас-то этого добра не найти, потому что в магазинах все очень дорого насчет вот таких вот вещей, как Керосин на заправках везде есть. все привозное, да, поэтому на севере все печное, дровами. Причем дрова там некоторые жители даже используют, которые принесло водой, бросило, не те, которые они вот идут в лес и пилят, да? Как бы То уже есть, а именно- готовые, да? Да, уже готовая, она прямо задубевшая такая, знаешь, вот отмокшая и потом высохшая. После вот этого. И такая долго, наверное. Да, и она Прогорает. дает больше жара, как бы получается, что и намного теплее в ней. У нас сейчас маленечко прохладно стало, да? Ну это я сейчас вот дров подбросил, поэтому пока они разгорятся, это нужно будет немножечко времени. Сейчас приоденемся. Ну я здесь у вас летом вот рыбачил с ребятами, с Гаврилом вот, Татаевым ездил. Летом, конечно, у вас тут по-другому чуть-чуть. Так, еще также Хватает спрашивают, всё. самая любимая рыба и какое блюдо из рыбы предпочитаете? Ну, здесь в гастрономических целях, конечно, ну, могу сказать, что самая любимая рыба это морская рыба, наверное, как у всех, там нельма, у многих, то есть кто пробовал нельму, те знают, о чем идет речь, потому что она очень мясистая, очень жирное мясо, вкусное, питательное. И какое блюдо из рыбы предпочитаете? Ну, блюд много мне нравится, но, конечно, жареный карась это самое мое любимое блюдо, так как вырос на этой еде, на карасе. Вот. И Жареный причем, караси любят.
Да, все любят жареный Все карась. Он население очень Якутии. полезный, кстати, да. В нем очень много в самом карасе. Ну и как знаете, что карась это рыба якутского народа, которая в свое время не дала целому народу сгинуть, как говорится. Ну, Вот. Задавайте вопросы еще, пожалуйста. Буду с радостью на них отвечать. У нас осталось немного времени вещательного. Клев начинается помаленьку активизироваться, да? ну, Как я люблю говорить. Вот. Ну, хоть и ерш, но все равно приятно. Вот. Что душа рыбака-то тянет-то на самом-то деле, это вот именно вот эти моменты, когда вот поклевочка, там, проводочка, вытаскиваешь с ней, борьба. Ну, хоть и здесь нет таковой борьбы, но все же. есть азарт, да? Да, рыбацкий азарт, что нас тянет на рыбалку. Вот. Это вот леска у тебя вот какая стоит вот эта? Ну, даже без понятия. Ну, примерно на глаз. 0,1. Вроде. Очень тонкая леска. Вот, во-первых, в Жиганске такую не используют. Там все намного толще. Так, дальше идет. Для каждой рыбы свой характер. Самая вредная, какая рыба попалась. Самая вредная рыба, я не знаю, вот в моей Есть жизни вредные попалась, рыбы, так сказать, даже не вредная, а самая необычная рыба. Это сибирский подкамещик был пойман буквально случайно на рыбалке. Об этом тоже есть сюжет. Я не знал, что эта рыба находится как бы в Красной книге в то время. Ну и использовал ее в качестве наживки для другой рыбы. Самая крупная рыба, которая удивила. Ну, самая крупная рыба, это, конечно, удивила нельма, пойманная нами. 20 с лишним килограммов, которая попалась на плавную сеть. Когда мы ее вытащили в первый раз, я увидел. Сплавная сеть. Да, Ага. на сплавную сеть. Ну, я увидел, как она такая большущая, такая. Ничего себе, думаю, рыбина. Вот. С кем рыбачил из известных или иностранцев? Ну, из наших известных я рыбачил с Александром Ильичем Борисовым. С иностранцев я рыбачил с румынами, с литовцами. Рыбачил, вот. Опа. Ну, вроде как ерши не идут. Здравствуйте, дамы и господа. Добрый вечер, доброй ночи. В общем, доброго времени суток. Сегодня телеканалу «Якутия-24» исполнился ровно год, 1 февраля. И вы могли наблюдать в эфирной сетке необычные программы, не такие новости и рубрики, которые вы видели обычно, а с звездами блогинга, со звездами эстрады. И сейчас мы находимся на природе, на реке Лени. Прямое включение. Абсолютно полная импровизация. Одна камера, один оператор и 3 человек, которые пытаются поймать рыбу. В общем, вы сейчас видите телеверсию YouTube-программы под названием «Клевая рыбалка». И сегодня мы в гостях у Вячеслава Бродникова и его друга Семена. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Ну что же, могу сказать, что у нас изначально выходило 3 эфира днем. Если вы их пропустили, то в дальнейшем вы их, скорее всего, сможете увидеть в повторе. Поэтому советую подписаться на наш YouTube-канал, следить за новостями на сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. А также очень важное объявление. Мы сегодня проводим интерактивный опрос. Вы можете задать свой вопрос Вячеславу, и он на него ответит в течение эфира. Для этого вам достаточно позвонить, точнее написать в WhatsApp по номеру телефона, который вы сейчас видите примерно вот здесь, либо зайти в наш Instagram-аккаунт НВК Саха и там найти фотографию и пост, на котором изображен сам Вячеслав, который машет рукой, и там тоже можете оставить свой комментарий в виде вопроса, и мы его тоже обязательно зададим в прямом эфире. Ну что ж, Вячеслав, пока мы отсутствовали в эфире, так сказать, с 13:30 дня, что произошло, какие новости, какие изменения, как поклев в общем?
Ну, только вот начало вот буквально минут 20 тому назад клевать. До этого ловились вот ерши, изредка сорога попадалась, там елец. Сейчас вот в основном сороги пошли, ельчики пошли крупненькие. Вот такого вот размера примерно вот. Ну, на жареху самое то вот такие вот. Ельцы вот такие вот, сантиметров тут 12. Ну, удивительно, что уже вечер, 9 часов вечера, а рыба довольно клюет. Даже у вашего почтенного слуги тоже удалось поймать одну сорожку Да, за время, пока мы подключали камеры и выставляли свет. Давайте, наверное, начнем наш разговор с YouTube-канала. Не так давно получили серебряную кнопку, днем вы ее показывали нашим телезрителям, и коснулись момента там технических вопросов, как добираетесь и прочего, но не услышал ответа тоже на довольно интересный вопрос. Вот смотрите, у вас, для вас YouTube-блогинг и вообще видеоформат — это довольно новая сфера деятельности. Это нужно было с кем-то советоваться, какой свет купить, какие камеры, освоить с нуля абсолютно монтажную программу, узнать, что такое закадровый голос. Как вот это вот все познавали, кто помогал и было ли сложно в этом? Ну, сначала я начал снимать просто без света, без звука. Просто брал камеру, купил камеру на Алиэкспрессе, первую попавшуюся, можно сказать. И начал просто сразу вести съемку и монтировать на простенькой программе, на Movavi. Ну, это была даже не официальная версия, а так, пробная. Ну и выкладывать. Это вот как бы только начинал. Но потом я понял, что хорошие программы стоят денег. И пришлось мне ее купить, активировать, ну, чтобы она разблокировалась. И уже начал на официальной программе работать. А позже, вот как уже буквально вот года, где-то полгода, я познакомился с оператором НВК Саха профессиональным. Это Радомир Томский. Он мне уже посоветовал, вот, что нужно приобрести мне микрофон, какой могу я купить микрофон, свет какой вот могу купить. И я все это купил и начал пробовать. И совершенно другой эффект, уже формат видео я заметил. А до этого, ну еще до этого, да, в самом YouTube у меня есть тоже друг, я сам учился в Красноярске. И парень из Красноярска есть, Руслан. Он, значит, мне помогал именно вот в продвижении моих видео. То есть там по группам разбрасывал там и иногда подредактировал. Вот. Вот так вот. Ну, интересно, грубо говоря, не прям уж самому с нуля пришлось это познавать, а все-таки были знающие люди в друзьях, да? Кто помог с этим делом немного? Да, но все равно с самого начала я начал все сам снимать, как бы. Ну, потому что все блогеры все сами начинают всегда. Ну, первый раз они начинают все сами, а потом... Если уже, конечно... не те блогеры, которые пришли с телевидения, да? Да, наверное, которые сами по себе. Вот «Клевая рыбалка» — это такое довольно уникальное название, потому что очень редко сейчас встретишь такое название у канала, либо у группы в каких-то пабликах, что заходишь на YouTube, вбиваешь его название, и оно сразу же высвечивается вот именно ваш канал. Откуда пришла идея названия? Потому что оно же своего рода еще и игра слов, то есть «клевая рыбалка» от слова, что супер классно, и «клевая», что клюет рыба. Как вообще идея пришла название? Ну, вообще, как бы, идея, когда вот я первое видео свое снял, это с окунями, да, самое первое видео, оно у меня без всяких комментариев, просто я взял камеру, засунул под воду, экшн-камеру, и она сама снимала там вот именно как поведение рыб. И это было одно из моих первых видео. Потом я пришел вечером домой, значит, супруга здесь мама напротив, ну, кушать, там ужин мне готовят. Ну и за ужином, значит, разговариваем. Я говорю, вот, хочу вот канал, как назвать, думаю, канал. Ну и давай все тут предлагать разные названия, там, «Северная рыбалка», там. Диалоги о рыбалке. Да, нет, ну не диалоги о рыбалке уже есть, поэтому диалоги о рыбалке тоже есть, поэтому как-то называть второй раз. Диалоги о рыбалке в Якутии. Да, ну всякие разные названия перебирали, и потом что-то вдруг
на клевой рыбалке. Ну, мама предложила, давай, может, клевая рыбалка. Ну, хорошее название. Ну, мама предложила, значит, так оно и будет. В общем, все решили втроем. Я, супруга и мама. Так и назвали канал. Мгм. Рано или поздно любой YouTube-блогер сталкивается с таким вопросом, особенно когда перешагнул отметку в 100 тысяч подписчиков, как монетизация. Монетизируете ли сейчас свои ролики и начали ли продвигать рекламную историю? Потому что, как вы уже, я сегодня ознакомился с вашим YouTube-каналом, как уже не раз заявляли, что, цитата, это вам не игры обозревать компьютерные, это серьезное дело, в котором нужно и оборудование покупать дорогостоящее довольно-таки. Вот у вас, допустим, один буран, я более чем уверен, то, что стоит немалых денег. Вот. Как сейчас с этим обстоят дела? Обращаются ли с рекламными предложениями? Да, с рекламными предложениями обращаются рекламодатели. Я стараюсь с ними сотрудничать, потому что, беру на рекламу не все, беру только те вещи, которые считаю, что полезны и которые я буду сам пользоваться. То есть, например, Которые как с чистой сапоги. душой и сердцем можно другому человеку порекомендовать. Да, вот, например, сапоги, вот, у них вкладыш там до минус 100, то есть там вкладыш валенок. Ну, он сделан из валенка, вот этот внутренний чулок, как бы. Потом одежда, у меня камера, вот подводное наблюдение, эхолоты всякие там. Все выбираю тщательно. Печка у меня там, палатка, палатка хорошая тоже. Ну и как все блогеры, я также монетизирую свои видео, чтобы они хоть что-то приносили, небольшой доход, который также будет окупать все поездки. Ну и вложен в канал, соответственно. Да, и все вот оборудование, все приобретается оттуда, с этих средств. Ясно. Какой первой была реакция самых первых подписчиков? Наверняка же встречались там и с критикой, и с какими-нибудь веселыми комментариями, наподобие того, что вот, не так ловите, не так удочку держите или что-то в этом роде. Ну и вообще, как, в принципе, к критике и комментариям относитесь? Читаете ли, прислушиваетесь, не обращаете внимания? Как в целом у вас с этой историей дела обстоят? Людей же много. Сколько людей, столько и мнений. Допустим, кто-то держит удочку в левой руке, кто-то в правой, да, вот все равно, что такой вот пример, если привести. Поэтому кто-то у себя там ловит, допустим, вот на такие снасти, да, вот, а кто-то ловит там на веревку там, допустим, не на леску, а на веревку и на кусок железа с крючком, например. И также, конечно, и здесь тут тоже все по-разному. Я, допустим, привык, если так рыбачить, то я так рыбачу. Критику я спокойно воспринимаю, как бы. Критикуют, критикуют. Чё. Если сильно что-то там задевает, то я отвечаю, пишу в комментариях. А если так, то, конечно, пропускаю, могу пропустить, могу ответить, например. А самый смешной комментарий вспомните? Много всяких смешных, конечно. Сейчас даже не могу вспомнить. Там, например, вот, когда я ловлю вот окуня, да, вот это популярное мое видео, которое набрало 3 миллиона просмотров. Там вот очень много всяких смешных комментариев. То есть, если переводить, даже вот иностранцы, которые пишут, с английского языка на русский, то они просто тоже как бы недоумевают, куда вот столько рыбы, да, там, или зачем ты их, как бы убиваешь там, или, например, там, зачем ты их не убиваешь, там, например, да, некоторые пишут. То есть тут не угодишь как бы людям. Например, некоторые просят, что тебе сложно там, да, вот, возьми его, тюкни по голове, брось, пусть не мучается. Так вот, начнешь снимать такие сюжеты. Некоторые пишут, что ты там, зачем ты садист какой-то там, зачем ты их всех убиваешь? Это, наверное, с общества Greenpeace уже приходит. Да, нет, просто некоторые пишут, ему нравится так убивать, он, просто ловит их, убивает и бросает, и это ему приносит как бы удовольствие. Всякие разные комментарии есть.
Просто. А говоря вот, кстати, не только о комментаторах, но и о подписчиках, вот YouTube-канал как-то сблизил с аудиторией именно не нашей якутской, а российской. Вот вы говорите, вот с-за рубежа тоже комментарии оставляют. Возможно, с кем-то после этого начали общаться, списываться. Какие-нибудь знакомства появились новые, интересные? Ну да, конечно, сейчас, допустим, вот общаюсь с блогером из Литвы, Родион. У него есть канал тоже «Рыбалка с Родионом». Вот парень рыбачит у себя там в Литве. Ну, у них, правда, рыбалка не такая, как у нас. Но все равно он что-нибудь-то показывает, как у них там вот на фидер ловится. И преподносит все так, конечно, хорошо и красиво. То есть, если даже он и поймал 2-3 рыбки, то он это разбавляет как бы там кулинарией, вот, всякой приготовлением вот, различных блюд. И вот я с ним как бы общаюсь, мы с ним списались, и нормальный парень. Сейчас он мне даже посылку отправил. Я сейчас по приезду ее должен распаковать, ну и покажу всем на канале. Ну, то есть, грубо говоря, еще и новый формат, как распаковка появится. Или уже, кстати, присылали какие-нибудь посылки? Ну, у меня на канале постоянно распаковки посылок. Постоянно присылают подписчики разные посылки. И я их распаковываю на камеру. Ну, это тоже как бы своего образа такой сюжет получается. Распаковка. А вот, кстати, из всех этих ребят, которые вам пишут, интересуются, не были ли такие, которые уже прям всерьез решили сюда приехать, с вами связались, там, может быть, в гости заглянули или, наоборот, к себе позвали? Ну, есть люди, которые приезжали сюда, и теперь меня зовут к себе погостить. Это вот иностранцы приезжали из Румынии. Теперь вот они уехали к себе в Румынию, и сейчас уже вот приглашают меня, допустим, ну, всей семьей на этот дельту Дуная. У них там туристическая своя база есть. И вот они приглашают, говорят, приезжай, мы тебе даже все оплатим там, проезд, чтобы ты приехал и посмотрел, как в Румынии это мы, ну, отдыхаем и рыбачим там. А есть просто люди, которые приглашают к себе, например, там, приезжайте к нам. Ну, турфирмы всякие приглашают там, Карелии там. Сплавы. Не хотите ли сплавы попробовать? Например, вот такие предложения есть. А в целом фидбэк от аудитории какой? Положительный? Ну да, здесь аудитория, это, так сказать, она зрелая, так скажу. Все рыбаки, в основном интересующиеся рыбалкой, охотой, севером люди. У меня на канале представлены, ну, подписаны подписчики. А вот, кстати, в первой части эфира, который шел в 10:30 утра у нас, и Алексей Соколов вам задал вопрос, но там, к сожалению, связь прервалась, и ответ на этот вопрос немножечко пропал. Вопрос заключался в следующем: как у нас дела обстоят, точнее, с рыболовным сообществом вот в Якутии? Насколько оно большое, насколько оно дружное? Ну, рыбаков очень много. Вот, судя по комментариям, ну, как бы, да, вот, которые из Якутии именно идут, на якутском языке, там, на русском, что у нас в Якутии очень много появилось рыбаков, именно вот любителей подледного лова и летнего, ну, спиннинга, там, любительской именно рыбалки. Раньше, вот, говорят, намного меньше было людей. То есть, ну, раньше якутяне меньше рыбачили, как бы, вот на такие снасти. Но в сети только вот такая вот рыбалка. А так вот форумы хожу, посещаю, ну, смотрю, сколько люди пишут там. Тоже много людей. Вот рыболовные форумы наши, ekty.ru, там охота и рыбалка. Вот. А вот, кстати, о форумах. Я с рыбацкими, так скажем, форумами не сталкивался, но сталкивался обычно в каких-то других отраслях. И на форумах есть как положительная информация, так и отрицательная, которая, ну, совсем неправильная, если ты ее через свои грабли, так наступившие, проверишь. Как вот
у нас с профессионализмом комментаторов обстоят дела на этих форумах и прочих местах, где можно оставить какие-то свои комментарии, поделиться опытом и прочее? Ну, здесь каждый человек, наверное, для себя сам должен что-то фильтровать как-то. Потому что, я же еще раз говорю, сколько людей, вот столько и мнений, да? Мгм. На этих форумах слишком тоже полагаться не нужно. Конечно, нужно там прислушиваться к чужому опыту, ну, то есть опыту того, кто это писал, да, допустим. Но все равно всегда все нужно полагаться на, ну, на себя, на свой опыт какой-то небольшой там. Ну и учиться на ошибках других тоже надо. Поэтому иногда могут быть, вот, есть диванные вот рыбаки такое. Диванные аналитики. Да, диванные аналитики, там рыбаки, которые не выходят даже на рыбалку, не знают, как рыбачиться, да, и начинают писать там, вот, сидя там за компьютером в комнате, какие-нибудь советы тебе давать там. Ну, они, может быть, онлайн рыбалку-то запустили? Ну, может, рыбачат они там в этих эмуляторах рыбалки там, Ну, или я и где-нибудь. говорю, в компьютерных играх. Но А вот говорите то, что фидбэк с аудитории с других городов тоже есть. А вообще в другие города выезжали когда-нибудь и рыбачили? Там на, ну, Байкал, допустим, тот же самый может быть, или на других реках Сибири, может быть, даже не Сибири. нет, я был проездом только мимо Байкал. Я вообще как бы с Якутии никуда не выезжал, только вот был в Красноярске учился, на Енисее был. Ну, там мне не довелось рыбачить, так как был студентом. Мгм. Вот. Ну, общаюсь с красноярскими рыбаками. Недавно вот земляк мне отправил посылку оттуда и написал, вот мы с ним разговаривали. Киселяхов Егор Афанасьевич. Вот он работает там в университете, в этом институте леса, и вот он описывает рыбалку енисейскую, ну, красноярскую. Он говорит, не так, конечно, как у нас в Якутии, говорит, но все равно есть рыбалка маленькая. Вопрос, кстати, от нашего специалиста с сайта yak24.ru. В каком, ну, явно смотрите всякие каналы познавательные типа Discovery, BBC, и там постоянно можно встретить какие-нибудь телепрограммы, где ловят буквально морских чудовищ, у которых там зубы с палец и прочее. Вот в каких странах, может быть, мира есть желание половить рыбу? Ну, наверное, в этих, вот где вот эти морские окуня ловятся, да, это, наверное, где-то на море, там вот Филадельфия, может быть, даже, да, или где? Ну, в Где? Штатах, получается. Да, где они вот этих больших груберов или гругеров, или вот этих Мгм. огромных вот этих вытаскивают там прям. Да, он прям такой здоровенный, с эту палатку. Вот его там. Вы в первой части программы рассказывали также о том, что работаете лесничим. Можете какую-нибудь историю рассказать? Можно даже парочку интересных. Вот вы постоянно в дикой природе, что на работе, что как хобби на рыбалке. Какие интересные случаи случались? Ну, именно вот связанные с рыбалкой. Вот. Можно с рыбалкой, можно с лесничеством. Вообще в целом с дикой природой, так как вы с ней на «ты», можно сказать. Интересный случай, да. Ну вот весной в этом году, например, интересный случай. На охоте на гуся, например, на гусиной охоте был. Остался, значит, это я караулить ледоход, когда вот шел. Уже ледоход идет, и ребята спят в палатке, значит, и я караулю это, ну, воду, слежу за уровнем воды, чтобы нас не утащило. Медведь вышел возле нас напротив, на острове. А идет лед сплошняком уже. Ну и он вышел, значит, и с льдины на льдину прыгает. К вам напрямки. Ну, хочет в нашу сторону как бы идти. Но я сразу чухнул это дело, сразу побежал, давай ребят будить тут. Говорю, ребят, просыпайтесь, медведь идет. Ну, как бы вышел.
потом смотрим, ребята встали, давай разговаривать тут. Ну, боимся, что он к нам может прийти, может как-то шуметь, говорю, начнем, что-то там. Ну и он раз издалека нас услышал, остановился и обратно по льду прыгнул и туда на остров. А остров уже затапливает тот, который, он хочет оттуда убежать и к нам перейти. Ну, думаем, надеюсь, не придет, давай ночью караулить, чтобы не пришел. Ну вот он так и ушел куда-то с этого острова, ни к нам не пришел, ни куда-то, а во время этого ледохода такого, я не знаю, вот интересный случай. Да, экстремальные у вас, конечно, условия. Самый часто задаваемый вопрос в интернете под нашим постом было: а щуку ли ловили, а окуня ли ловили, а налима ли ловили. Думаю, нет смысла такой вопрос именно задавать, но его можно немножко перефразировать. Разная рыба, разное время года, на какие снасти ловить? Ну вот сейчас, допустим, зима, да, мы сидим вот на вот такие подледные удочки вот рыбачим. В принципе, удочка-то, ну как бы снасть-то ладно, это вот. А блесна есть как бы разные виды есть блесен. Есть зимние блесна, есть летние. На севере... Балансиры. Да, есть еще вот балансиры, есть мормышки. Если туда вдаваться, это очень такая обширная тема. Ну, в основном, самая универсальная – это блесна. Ей можно ловить как зимой, так и летом, в общем. После последнего воспоминания о вашем YouTube-канале, я на всякий случай переспрошу, это ваше видео или нет, было по поводу того, что можно карася ловить на блесну. У вас же было? Да, это было у меня. Меня, если честно, поразило это видео, потому что, ну, карась же он млекопитающий, какая может быть блесна? Я-то, в принципе, из видео понял, но вот расскажите для наших телезрителей. Я вам все-таки настоятельно рекомендую обратить свое внимание на канал Вячеслава и самим посмотреть на это, ну, довольно захватывающее зрелище. Расскажите, в чем все-таки технология заключается? Ну, там прямо в видео я же как бы рассказываю. Вот вся и технология в этом и заключается, что карась и дышит, когда, то он открывает рот, как бы. Ну и в этот момент нужно попасть блесной прямо ему в рот, получается. То есть насильно накормить его блесной, да? Да, да. Вот такой вот прикол был. Это вот загадка очень для многих. И вот по поводу, вот вы спрашивали насчет смешных комментариев, я, конечно, у меня, ну, как бы не очень хорошо отлаживается это все в памяти, да, но когда вот, если вы начнете смотреть это видео повторно или посмотрите это видео, а начнете читать под ним комментарии, вот там вот вы поразитесь, там вот разные комментарии. Скорее посмеетесь даже, да? Даже посмеетесь от души, да. Некоторые спрашивают, на земле ли это вообще происходит. Некоторые говорят, остановите землю, я сойду, пишут. Некоторые там, ну, чего только не пишут. Столько лет жил зря, как бы ничего себе. Ну, отлично. Ну, мне кажется, уже пора собирать небольшую книжку веселых комментариев и выпускать, думаю, будет пользоваться большой популярностью. Кстати, по поводу пользования большой популярностью, сейчас стали популярны такие онлайн-площадки по продаже, как AliExpress, Bao, Banggood и прочее. На них заказывают все, в том числе, когда я туда зашел с интересом глянуть, какие там снасти вообще можно приобрести, их там великое множество. И по самым разным ценам и прочее. Имели ли опыт заказа таких снастей? И есть ли разница в том, чтобы покупать фирмовую снасть задорого, либо взять какую-нибудь дешевую? Ну, кроме того, то, что дешевая может в любой момент там разломаться, как-то подвести. Именно на клев рыбы как-то это влияет или нет? Ну, я сейчас как бы, у меня сейчас второй канал я еще веду, кроме своего основного. Только начал, вот буквально месяц тому назад. Я заказываю вещи с AliExpress, рыболовные, и обозреваю их. То есть, ну, анбоксинг. Да, анбоксинг, и сразу там же говорю свое мнение, что я о них буду думать. И, допустим, летом на своем основном канале уже буду испытывать это все. Ну, даже и зимой, вещи зимой, которые заказаны, буду их испытывать. А так, конечно, там очень много всякого. Вот я посмотрел. Я сам даже как бы с
с удивлением, с таким вот. Неужели вот на это вот можно ловить как бы? Ну, порой наши друзья из Поднебесной делают такие вещи, которые сами даже они не знают, вот, что они сделали. И как это применить вообще в жизни? Да. Ну, а все-таки сами для себя что выбираете обычно? Предпочтительнее? Ну, заказывать на распаковке для интереса это одно, а вот пользоваться на практике, чем пользуетесь сами? Ну, в основном я оттуда пользуюсь крючками только. Крючки заказываю. То есть из Китая я заказываю именно вот крючки. У них крючки такие более-менее есть большие, хорошие, ну, разные есть. Я вот беру у них в основном крючки. А все остальное предпочитаете? И поводковый материал беру, поводковый. То есть заказываю, у них там есть вот эти всякие такие вот тросики, тоненькие есть тросики, есть потолще тросики. Наша рыба очень крупная, поэтому вот тросики берут более такие толстые. Ну, в магазине нет такого поводка, который бы вот отвечал моим требованиям. А оттуда я заказываю то, что мне подходит. Еще подписчики же посылка отправляют. Да, подписчики отправляют. Да, Кстати, из того, что подписчики отправляют, бывает ли что-нибудь такое, что не просто удивило, а стало действительно полезным вот в рыбацком деле, что применяете и до сих пор? Ну, применяю до сих пор это ихние коробочки все, вот именно под эти, под мормышки, там, под блесна, жерлицы, которые вот на щуку ставишь. Их использую. Ну, все, что отправляется, все использую. То, что не использую, как бы, то лежит у меня все аккуратненько для, ну, как бы, на будущее там. Где-то, может, я ребенка буду обучать, там, своего, буду этим. И ребятами тоже делюсь своими, которыми рыбачу, вот, с мужиками. Ну, и им там что-нибудь подгоню. И им тоже последнее время начали вот посылки отправлять. Ну, ребят, с которыми я рыбачу. Они у меня постоянно в кадре получаются. Ну и, получается, подписчики это видят. Ну вот, думают, ну, давайте сейчас вот, допустим, Владиславу отправлю там. Через меня раз говорят, вот посылка тебе там что-то будет, да, что-то Владиславу. Либо конкретно сразу вот Владиславу, либо там Гаврилу там. Вот так вот. Собираются и обычно едут, ну, далеко от дома, за много, и десятки, и сотни километров. Можно ли полагаться в таком случае на удачу, или все-таки стоит сначала поузнавать у знакомых рыбаков, кто мог бы посоветовать вот такое вот место? Или как этот процесс у вас, допустим, происходит? Да, я считаю, то есть советую даже, если есть возможность у кого-то спросить, вот кто-то вот рыбака видит издалека, да, то ты проще лучше подойди, спроси, потому что мало ли что, может, этот человек знает, он там, может, уже был уже, да, или знающие люди, которые там были, рыбачили, вот у них спросить, как там ловится, где там глубина, где, если даже и ловится, где с какой стороны лучше попробовать, где он рыбачил, как клевало, на что клевало. Допустим, вот такие вопросы лучше спросить, конечно. За спрос, как говорится, в глаз не дадут. Ну да. А потом уже, если не у кого вообще спросить, да, то, наверное, уже придется самому все испытывать, узнавать. Так, ну у нас сейчас 21 век, в принципе, технологии развились до такой степени, что уже можно даже не полагаться на чьи-то советы и на свою удачу, а просто взять электронный прибор, который покажет, что вот косяк рыбы есть. В первых передачах сегодня вы немного затронули эту тему. Какие приборы посоветуете, как выбирать и стоит ли вообще обращать внимание на подобные вещи? Ну, значит... Эхолоты, если я не ошибаюсь, да? Да, эхолоты. Вот недавно я ездил на озеро, и... Наживка есть еще? Конечно, вот. Ага. Ездили на озеро? Да, мы там столкнулись с одной такой интересной ситуацией. То есть в прошлом году, когда я там был, я обнаружил, ну, яму. То есть буквально вот опустил,
Раз, у меня уже леска закончилась. Ну тут уже уезжать нужно все с этого места. Мгм. Мы собрались и уехали. Я запомнил это место. Потом нынче туда приезжаем, ребята говорят, ну где тут глубина была, где ты нашел место глубокое? Я говорю, поехали. Приезжаем, опускаю, значит, туда, ну, все, пробурились, палатку поставили, опускаем туда нашу эту блесну, ну, леску всю разматываем. У нас катушки не хватает на этих, лески не хватает на катушках. Что такое, до дна даже не достало. Давай еще удлиняем, опять туда. И, в общем, нарастили так много, что туда ушло все. И даже не знаем сколько. Давай считать все это. Все вытащили, всю леску. Пока считали, тут уже гора лески, короче. Все запуталось там где-то что-то. Потом раз, я достаю эхолот. Давайте не будем гадать, говорю. Ну, все, позбивались со счету-то. Раз туда эхолот бросил, включил прибор, смотрю, 25 метров глубина. Почти 26 метров на озере. Ну, мы в шоке, конечно. Ничего себе, давай перестраиваться. Ну-ка, давай. Палатку разобрали, поближе к берегу. Так вот. В общем, в этом случае нам эхолот помог. Ну и по рыбе, конечно, тоже вот, если совсем рыба капризная там или еще что-нибудь, эхолот, я думаю, в этом случае вам будет только плюсом. То есть вы будете знать, что она подошла, хоть что-то там, что есть или нету. По подводной камере она полезна как, допустим, просто интересующимся людям подводным миром. Есть просто люди, которые хотят снимать, допустим, там рыбу, хотят что-то смотреть. Подводная камера также полезна будет для поиска чего-то там, допустим, под водой. Что-то, допустим, вы уронили там или что-то лежит под водой. Раз, камеру опустил, тут же посмотрел. Ну и в рыбалке, если хотите, можете использовать. Очень хорошо, наглядно все видно. Как рыба подходит, как берет, как ведет себя. И это даже потом тебе, ну как бы, получается тебе обучение. То есть ты уже представление имеешь, как себя рыба ведет, как твоя проводка, какая проводка, как играет. Допустим, вот так вот я делаю, когда, как себя там какая-то та или иная мормышка ведет там, допустим. Вот. Но из вашего рассказа я понял то, что вы такие вещи используете довольно дозированно. А есть же люди, которые этим, ну, не то чтобы пренебрегают, но так, пользуются на постоянной основе. Просто вот, допустим, сидит рыбак, который без эхолота и пытается там поймать на удачу и прочее, и тут приезжает какой-нибудь Василий, условно говоря, и пытается найти косяк рыбы и просто туда начинает закидывать снасти, и у него все так получается. Или же с этими электронными приборами не все так однозначно. То есть нужно не просто найти косяк рыбы, нужны еще потом дополнительные какие-то навыки и прочее, что просто так ты ее не возьмешь. Не, ну конечно, здесь все, если у тебя будет эхолот, им же как бы мало того, что ты будешь им рыбу искать, да, ее же надо как бы еще и поймать там, эту рыбу-то. Да и я скажу вам так, что если у вас будет этот прибор, что до того же Василия, который сидит тут просто так, он вам много преимущества не даст. Потому что это прибор, с который будет работать именно у вас вот стационарно. Вы должны будете так же, как этот Василий, допустим, сесть вот раз и... Ну не этот Василий, у него эхолота нету на сегодня. Он будет вам показывать вот именно вот этот участок вот небольшой вот вокруг лунки вот метр, ну сантиметров 20 тут на 20, допустим. Вот он будет вам только вот этот участок показывать. Он не будет вам показывать где-то там рыбу. То есть у него дальность действия не такая уж и большая по радиусу, если смотреть. Да. Он вам не покажет, иди туда, там стоит рыба, и вы там... Даже, возможно, здесь человек, может, который без эхолота, намного удачливый, он, может, даже пойдет и вслепую сядет там, где она есть, а этот человек с эхолотом, он не угадает. Ну да, слушайте, вы сейчас прям развеяли такие представления многих, в том числе и меня, кто не знает, как этот прибор работает на самом деле. Да. Кстати,
о том же самом читерстве. В 2017 году по WhatsApp увидел видео, в котором ребята-рыбаки взяли насадку от бура и приделали ее к довольно большому перфоратору. И с помощью него там они 220 вольт как-то организовали у себя на выезде. И буквально там за 10-20 секунд просверлили лунку. Встречались ли с таким или, может, как-то используете примочки вот именно 21 века для облегчения вот этого вот процесса? Или все же вот лучше все делать по старинке, проверено, и так будет интересней? Не, на самом деле, я до сих пор пользуюсь вот это ручным буром, да. Хотя у меня есть и, конечно, мотобур. Здесь, конечно, зависит от того, как вы хотите, то есть на чем вы добираетесь, если вот и от ваших физических данных тоже много чего зависит. Я, допустим, если у меня сейчас был бы выбор между мотобуром и ручным вот этой шуруповертом, да, вот, я бы лучше выбрал шуруповерт, потому что он мобильнее, он легче. Сейчас вот можно купить наставку на этот набор, то есть и сделать из шуруповерта. Наставку, в смысле, удлинитель получается? Да. Не удлинитель, а именно переходник на бур. Вот, поэтому пока у меня нету, но в мечтах, в планах есть приобрести вот именно вот дрель шуруповерт с адаптером-переходником. Потому что неудобно это, его надо перевозить, она еще вся там пластиковая. Это мотобур имеется в виду, да. неудобно. У нас такие морозы, мы так далеко едем, там все в санях вот так трясется, все ломается, ручки ломаются пластиковые. Потом он весит немало, его надо там со всей силы вдвоем держать и нажимать, чтобы он бурил. Лед толстый, поэтому... Да и потом шуруповерт и подобные инструменты можно и где-то в хозяйстве применить в других местах, а мотобур, он получается узконаправленная вещь. Да. Поэтому надо, я думаю, пользоваться такими благами цивилизации, если есть возможность. А руками много не набуришь, конечно. Руки, как бы устаешь, в течение дня там несколько лунок пробурил. У нас там, кстати, печка не погасла. Ну что ж, друзья, мы снова возвращаемся на реку Лена, где мы занимаемся зимней подледной рыбалкой с известным блогером и, наверное, самым известным рыбаком Якутии Вячеславом Бродниковым. Мы продолжаем нашу вторую часть эфира, и, как мы вам и обещали, в этой части мы ответим на ваши вопросы, которые поступили на номер WhatsApp, который вы сейчас видите на своих экранах. Вы можете еще на протяжении некоторого количества времени продолжать их задавать, а также оставить вопросы в комментариях в нашем инстаграм-аккаунте НВК Саха. Там вы увидите пост с фотографией Вячеслава и можете там задать также свой вопрос. Вячеслав, вот вы приехали в Якутск с северного района. Если говорить о крупных городах или о городах вообще, в принципе, видна вот та самая урбанизация, что с течением времени все изменяется, влияет и появление новых технологий, и ритм жизни. Когда же приезжаешь в малонаселенные пункты, в тот же самый Жиганск, то видишь, что у людей, в принципе, образ жизни, он не то чтобы не меняется, но меняется очень медленно. И можно сказать, что то, чем занимаются там, то же самое лесничество, то же самое, как отапливаются дома, как идет именно быт у людей, можно с уверенностью сказать, что было 50 лет назад, то есть и сейчас. Как вот вообще, насколько это действительно обосновано, и новые технологии, тот же самый интернет и прочее повлияли на северный район, вот в частности, в котором вы живете? Ну вот я, допустим, на примере своей профессии лесничества, да, скажу. Если раньше, допустим, у нас заготавливалось 4-5 тысяч кубометров дров на отопление, то сейчас, допустим, все отдаленные наши села уже переходят на центральное отопление. Люди им уже не нужно готовить дрова для печей. И поэтому у нас сократились в связи с этим объемы заготовок. Вот.
Ну, также, в принципе, потихоньку строятся те же, ведутся какие-то стройки, вводятся новые жилые дома, все равно появляется у людей интернет, то есть более-менее маломальски вот сотовая связь в некоторых районах, отдаленных пунктах, в селах уже появилась как-то вот. Все равно мы не стоим на месте, все равно идем, как бы, хоть и живем в селе, все равно вот идем вперед ногу со временем. Потихоньку развиваемся. Ну а здесь, в городе здесь, конечно, все быстрее намного у вас происходит. Как сказать, развитие, да, чем в селах. Тем не менее, в селе тоже это все делается в рамках различных программ, наверное, там. Но особенно это заметно, когда вот именно из села, из поселка приезжаешь, вот именно в тот же самый город Якутск, и все-таки разница чувствуется. Конечно, мы сейчас вот сидим с вами, допустим, на реке, да, и можно вот вещать на прямом эфире через интернет, все это же, скорости, все вот да, это, да, вот. Сейчас вот со мной вот, например, вот Антон, вот товарищ мой, он, допустим, у него сегодня у супруги день рождения, и у Туяры, и вот, пользуясь случаем, можно поздравить Туяру, супругу Антона. Он сегодня со мной решил вот провести день. Спасибо ему за это. А Туяре хочу пожелать здоровья, счастья, и быть всегда красивой вот так вот. Да, мы, наверное, хотели бы сказать Туяре спасибо, что отпустила мужа, Да. и благодаря ему, в принципе, отчасти Да, и вот получился, палатка, всё, вот получился это всё. этот эфир. Рыбалка удалась. Рыбалка Да, и удалась, да, рыбачим, действительно. А вот, кстати, такой вопрос еще по поводу Жиганска. Вы вот в одной из частей, и как, наверное, наши дорогие телезрители многие знают, у вас введен был в свое время сухой закон. Условно говоря, конечно, то есть поселок, село отказался от продажи алкоголя в принципе, и получается, что вы и сами говорили, то, что даже несмотря на это, вы сами алкоголь сейчас не употребляете, пришли именно к такому, так скажем, такой жизненной позиции, и не курите, и не пьете. Кроме рыбалки и кроме основной работы лесничего, какие есть еще хобби, чем увлекаетесь? И помимо того, что занимаетесь YouTube-каналом, есть ли хватает время на что-то другое? Может быть, просмотры фильмов, может быть, музыкой увлекаетесь, еще чем-то? Вообще, как бы, у меня раньше было такое хобби, я коллекционировал, нумизматика, наверное, да, называется. Коллекционировал монеты, и даже где-то вот лежит вот у меня эта коллекция монет, там у матери я ее положил, чтобы у нее все было это в сохранности, и вот это все у нее лежит. И тогда вот, если где-то что-то интересное попадается, сейчас также все вспоминаю, что у меня раньше было это хобби, и есть вот эти коллекции монет, ее пополняю иногда время от времени. Вот. Она зацепилась. Я очень надеюсь, что она сейчас насадится на крючок. Она зацепилась у меня вот здесь за иголкой, я бросил, она хоп, туда не долетела. Это, понимаете, у меня клёва нет, и Вячеслав решил мне все-таки подсобить, помочь. Может, хоть так получится поймать рыбу. Нумизматика, ага. И вот иногда пополняю вот так, вот такого хобби у меня вот есть, тоже незабытое, так скажем. А чем вот вообще можно, в принципе, увлекаться в поселке в силу отсутствия каких-то, может быть, кружков, секций и прочего? Люди все-таки, как интересно, кстати, ситуация с спортивными занятиями обстоят, несмотря на отсутствие там каких-то больших стадионов, специализированных тренажерных залов, которых, к примеру, в Якутске полным-полно, а в поселках это довольно-таки большая редкость. Вот как люди все-таки развлекают себя? Тут все равно в любом деле, да, нужно саморазвитие. Человек должен сам себя чем-то занимать. То есть, если совсем уже ничего в твоем селе нету, то ты должен сам что-то для себя найти, что-то чем-то заняться. Человек не должен просто так сидеть и прожигать, как говорится, жизнь, да. В нашем селе, допустим,
насчет этого, в этом плане, конечно, есть всяческие для детей кружки стараются делать. Но сейчас вот у нас очень остро стоит вопрос строительства для нашего села культурно-досугового центра. То есть вообще нету в селе вот. Я как-то вот был с Асеном Сергеевичем вот на встрече, поднимал этот вопрос, он сказал, этот вопрос стоит везде сейчас, вот, во всех селах. Ну и перечислил там Намцы, Амга. Ну, он упустил ту возможность, ну как бы тот момент, что в этих селах есть как бы еще старые вот эти постройки ихние, которые... То есть какой-никакой советские. ДК существует? Да, а у нас вообще его нету. Поэтому люди просто вынуждены все равно все это собираются где-нибудь в каком-нибудь этом помещении. Там, Ну, самоорганизацией, грубо да, говоря, все равно занимаются творчеством, саморазвиваются, увлекаются чем-нибудь. Вот так вот. А было ли за последнее время какое-нибудь такое творческое увлечение у ваших односельчан, которые вот ну, так задумались, удивились, что вот молодцы какие, ну, мне бы, допустим, в голову не пришло, а они вот организовали? Ну, допустим, группы там вот дети организовывают эти очень популярные, ну, вот, песни современные поют дети. А, в смысле музыкальные группы Музыкальные организовывают? группы, да, которые даже вот места занимают в Вилюйской группе, районов ездят. Ну, молодцы. В общем, у меня дочь даже там в этой группе ну, участвует. Мгм. Сейчас вот военно-патриотический какой-то этот вот приехал к нам из Москвы Мгм. в село. По-моему, с детской-кадетской школы представитель. Вот он сам вырос, родился в Жиганске, как бы, да, и уехал, и там работает в этом, получается, военный, ну, где-то в России, да, и сейчас вот приехал, вспомнил, что он как бы, ну, сам родом из Жиганска, и по Якутии он выбрал именно вот Жиганский район, чтобы отобрать там 15 детей по ихним этим данным, ну, по желанию. А по его словам, почему выбор пал именно на Жиганский район? Вот это, кстати, очень интересно. Ну, потому что он как бы сам вырос в Жиганске, да, и знает, что там очень одаренные, очень талантливые люди живут, и сильные люди причем. То есть человек, получается, вышел из сельской местности и уехал в другой город и не забыл, как это частенько бывает, а решил все-таки сделать что-то хорошее и для своего района. Да. Отлично. Ну вот, кстати, вы затронули тему, что встречались с главой. И как я узнал из первой части нашего сегодняшнего лайв-телешоу, что вы с ним разговаривали, и он вас спросил, как развивать туризм, вот именно там в направлении с рыбалкой и прочим. На что вы ответили, что нужно как-то организовать, чтобы снизить цены на билеты и так далее, организовать, грубо говоря, перевозку, чтобы люди сюда элементарно, им было легче доезжать. А вопрос следующий. В этом ли только заключается такой камень преткновения развития туризма у нас? Может быть, стоит еще задуматься об организации таких вещей, как туры или что-то в этом роде? Вот я, допустим, ставлю себя на место человека, который приехал там, ну, условно, с Краснодара или с города Москва. Если у меня здесь нет никаких знакомых или друзей, я сюда приезжаю, я просто не знаю, к кому обратиться, чтобы узнать там об условиях рыбалки, где лучше клев, в какой район поехать, на какую там часть реки приехать. Вот что об этом думаете и как можно вообще такое дело организовать? Есть ли, кстати, у вас опыт организации подобных выездов с людьми приезжими? Ну да, я вывозил людей. Я как бы потихоньку собирал мобильный лагерь, ну, приобретал там что-то где-то печки купил, да, что-то где-то палатки какие-то вот приобрел, ну, такие однотипные. И даже есть у меня на канале видео, где я полностью показываю свой лагерь, обустройство лагеря. И вот возил людей, но они, конечно, не знают, куда я их повезу. Я им все рассказал, вот,
показал, что вот. И также я сразу им полностью, получается, рассказал про весь путь, то есть как им нужно будет добираться. То есть подготовили морально, можно сказать, да? Да. Ну и люди приезжали, отдохнули. В общем, им все понравилось. Ну а так вообще, как это развивать на практике, чтобы это было именно массово, чтобы человеку, ну, 100% они же с вами связались как по знакомству, увидев там ваш YouTube-канал, Да. увидев в социальных сетях. А вот как сделать так, чтобы вот человек, который не знает никаких жителей Якутии, приезжал сюда и вот мог там в тур поехать абсолютно так вот с кондачка? Понял, да, вопрос понял, я просто неправильно понял до этого. Мгм. Вот смотрите, у меня, допустим, есть идея, да, я хочу вот сделать один единый вот такой вот портал, где будут собираться Мгм. именно вот данные о турфирмах наших, допустим, или либо о людях, которые готовы предоставить вот туристические услуги, да, на своей территории, как говорится, на своей земле, да. Мгм. И в связи с тем, что у нас очень много людей, желающих приехать на рыбалку, да, или отдохнуть, экотуризм, да, там вот, то они все могли бы просто вот на этот портал выходить и находить вот этих людей. То есть люди, турфирмы вот эти небольшие, могли бы там размещать свои данные, какие-то вот, какие у них услуги, ну, и, соответственно, прикреплять это все фотографиями можно, видео. И тогда потенциальный турист мог бы зайти, просто посмотреть, почитать, какой маршрут, что, сколько дней, какое питание, Мгм. какие условия проживания. И Ну да, выбрать как уже. любой нормальный тур. А, кстати, в Красноярске, так скажем, отметилось ли это время такими воспоминаниями, которые можно вспомнить до сих пор, и остались ли оттуда вот друзья, знакомые, с которыми до сих пор поддерживаете связь? Да, конечно, красноярские годы самые так запоминающиеся. Ну, как любые Все- институтские, в принципе. Да, всех якутян помню, которые с нами учились, с которыми вместе дружили, всегда ходили на всяческие мероприятия вместе, вместе собирались, в общем. И с ребятами до сих пор общаемся, у нас группа красноярские, где вот все студенты Мгм. бывшие, сейчас кто где работает, кто дома сидит, кто работает, в общем, все нормально. Так, следующий вопрос довольно похож на предыдущий, но здесь немножечко формулировка изменилась, добавилась одна переменная. Вячеслав, посоветуйте камеру для подводной съемки и палатку «Снегирь» или «Polar Bird». Это, я так понимаю, наверное, эти фирмы палаток, да? Да. Ну, это та же самая подводная съемка и подледная съемка, Мгм. это то же самое. Да, ну на этот вопрос мы, в принципе, довольно подробно Да, ответили. я Единственный выбор вот, палаток. да, имею в виду, что обратили внимание именно на качество вот Мгм. камеры самой и им. А по поводу палаток, вот хочу сказать, палатка, которой я пользуюсь, у меня есть и Polar Bird, и Снегирь. Polar Bird, значит, имеет все то же самое, тот же материал, все те же вот эти вот, да, каркас, все то же самое, все. Но единственное, там имеется вот такие окна в Polar Bird, а в Снегире их нету. В Мгм. Снегире только вот такие маленькие верхние окошки. То есть мостиков, холодов меньше в Снегире, и он будет более теплее, Снегирь. А Polar Bird, соответственно, уже с окнами, они могут немножко пропускать тепло, ну, холод, то есть чуть прохладнее будет. Но это не критично, если вот с такой печью. Мгм. Так, ну далее уже опять несколько раз вопрос повторяется о том, где сидите, а то жор идет. Так, монетизация вашего блога сколько в месяц приносит в рублях? Примерно, спасибо. Ну, тут смотрите сами, отвечать на это, не отвечать. Мы как бы вообще, не как приверженцы бы, говорить о деньгах, но это как бы на ваш выбор. Всех, конечно, интересует этот вопрос, но на самом деле любой уважающий блогер, если вы у него будете спрашивать, сколько, да, он зарабатывает, он вам никогда конкретно не скажет. Мгм. Здесь все зависит лично от вас, сколько вы будете работать, столько вы будете и получать. То есть, и очень много факторов там влияет на это. И
сколько раз посмотрели рекламу, сколько раз перешли по ней, а какая реклама появилась. В общем, там целая, вот я говорю, наука. Если кому-то это интересно, то, пожалуйста, я об этом буду делать встречу, но я хочу ее, знаете, как провести. Она должна быть, именно я хочу, чтобы от этого мастер-класса средства пошли на благотворительность. То есть я хочу сделать такой вход платный, да, и люди, которые придут туда и заплатят деньги, чтобы они знали, что их средства будут все прямо вот возьмем так все вместе, там кто там, пойдем и прямо зайдем. Хочу так, не как там отдал, да, там тете Гале или там, а пришел, посмотрел, так, детский, например, дом какой-нибудь там, чего не хватает, и просто пошел, купил это, принес и передал. Вот, пользуйтесь, пожалуйста. Вот так должно быть. Ну, это мое видение, допустим. Вот. Поэтому, вот, пользуясь случаем, объявляю, что вот будет мастер-класс. Приходите, там все вопросы задавайте, будут слайды, все буду показывать, рассказывать. Вот. Отлично. Так, ну вот, если бы был у нас конкурс по выбору вопросов от телезрителей, и которому вручается подарок, я бы, если честно, отдал следующему вопросу. Какую рыбу Вячеслав еще не ловил в Якутии? Арктический голец. То есть гольца я не ловил еще. Ну, довольно короткий ответ, но довольно интересный вопрос. Нет, то есть я уже как бы нацелен на эту. Это для меня как бы план, ну как бы такую планка такая, мечта такая вот, поймать, съездить, поймать. Именно вот хочу поймать на спиннинг или вот на блесну, на подледную. И не того гольца, который вот маленький, да, вот, а именно крупного, который экземпляр, знаете, ну, большие такие вот. У рыбаков обычно принято все показывать как бы размерами. Вот я показываю. Так, ну нам приходят, к счастью, не только вопросы, но и какие-то пожелания. Большой привет, Салдана. Всегда смотрим ваш канал. Всегда очень приятно получить автору такие сообщения. Не надоедает ли целыми днями сидеть, рыбачить, еще и снимать? Вот как сегодня. Не, ну как такое может надоесть? Это для рыбака это как бы абсолютно нет. Просто вот некоторые, наверное, вот женщины такие вопросы задают, да? На самом деле мужья, которые своих жен вот, ну, приводят к рыбалке, они, женщины потом становятся даже намного азартнее и, так сказать, этих своих мужей даже. Такое есть, ну, как бы я в моем этом опыте, то есть я знаю, и очень азартные, у них очень хорошо получается тоже рыбалка. Так, следующий вопрос идет про снасти, которые мы сегодня довольно много обсуждали, но здесь уже идет интерес на определенную рыбу. Здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста, на каких снастях, ну или на блесну можно на хариуса в подледной рыбалке сходить? То есть человек целенаправленно интересуется именно хариусом. Ну, смотрите, вот, когда вы берете блесну, да, вы всегда опираетесь на то, где вы рыбачите. То есть, если вы рыбачите вот в таком месте, вот как мы сейчас сидим, я бы взял, предпочел бы, наверное, вот такую вот небольшую беленькую блесну. Простую беленькую. Посмотрите, у нас вся рыба представлена белым цветом. То есть елец, сорога. То есть объект это еды вот этой вот рыбы, он белый вот, хищной рыбы. Значит, и блесну надо белую. А если рыбачишь на хариуса, ну там, наверное, хариус, наверное, тоже питается теми же рыбками, которые обитают вот в том месте, где обитает хариус. Возможно, это какие-то мальки сишка небольшие, они тоже маленькие, белые. Или, может, мальки линка, ну, они тоже такие вот, более пятнистые такие. То есть нужно знать водоем, чтобы успешно в нем рыбачить. А также, возможно, вот использование всяческих мормышек, то есть рыба вот хорошо берет черные, белые цвета.
вопрос. Ну так, у нас, к сожалению, время уже подходит к концу. Единственный вопрос нашим операторам, техникам. Есть ли у нас еще 10-15 минут эфирного времени? Потому что вопросов у нас пришло довольно много. Есть ли у нас такая возможность поотвечать на вопросы людей? А пока у нас это дело уточняется, что значит для вас понятие «рыбак рыбака видит издалека»? Ну, рыбаки все такие люди, что они, как сказать, ну, в рыбацком таком кругу они у всех один и тот же интерес. Рыбацкая дружба, да. У Ну, всех как раз таки один сообщество, о интерес, котором да. мы вначале говорили. Да. То есть, если ты видишь, что человек рыбачит, то можешь, конечно, подойти к нему всегда и спросить всегда, что клюет, не клюет, ловится, не ловится, на что ловится, на что. Давно сидишь, как в этом приколе. Вот. У всех вопросы всегда, конечно, у рыбаков одинаковые. Ловится или не ловится. Мгм. Добрый вечер. Вопрос Вячеславу. К вам приезжала Светлана Борисовна из Москвы. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, общаетесь ли с ней? Спасибо. Ну да, это как бы приглашенная, ну тоже как туристка, она приезжала как туристка. Ну просто она приезжала ко мне в гости, я ее сам приглашал, потому что она мне отправляла посылки там, ну и мы с ней дружились. То есть до этого мы переписывались. И после того, как она, ну, как уезжала, мы тоже так же с ней, ну, я ее тоже одарил подарками, соответственно. Мы и сейчас с ней общаемся. Недавно у нее был юбилей, 65 лет. А если она видит, то я еще раз ее поздравлю. В общем, хорошая мировая женщина. Со мной ездила в тайгу, жила там. Ну, как бы, даже я ее там оставлял, она спокойно себя чувствовала. Ну, хорошая женщина. Ничего про нее плохого. То есть не человек не испорченный цивилизацией, хотя да, из и, Центральной России. и наши вот эти традиции она очень хорошо вот, ну, как бы приняла. То есть я ей обучил, как вот нужно реку там накормить, как нужно приносить эти преподношения там. И она все это делала. Ну вот, кстати говоря, сколько не сталкиваешься с туристами, все довольно с большим интересом относятся вот именно к якутским традициям, вот именно по прикармливанию духов и прочему, по танцам национальным. То есть все это привлекает очень большое внимание, и вопрос развития туризма в республике все-таки, я думаю и надеюсь, что это всего лишь вопрос времени. Потому что люди к Якутии проявляют довольно большой интерес. Посоветуйте зимний костюм для рыбалки. Ну, как сказать? Ну, может быть, не конкретную чтобы- модель, да, на какие-то главное, характеристики чтобы внимание обратить. Вам было это удобно, ну, теплый, чтобы был. Должны вы его примерить, прежде чем взять. Хотя бы разузнать про эту одежду. Ну, наша зимняя одежда, она очень простая, ватная, должна быть теплая, толстая, чтобы человек не замерз. То есть- Ну вот кому-то может показаться, что Вячеслав сказал банальные вещи насчет того, то, что примерить и посмотреть лично. А на самом деле в век интернета, когда у нас сейчас очень распространены магазины интернет, и люди часто с них заказывают, то очень часто получается так, что вы именно с одеждой можете не попасть в размер, не попасть именно в ту степень утепления этой одежды. Поэтому все-таки, наверное, для якутских морозов стоило бы, наверное, запастись в каких-то местных изданиях. Ну и давайте, наверное, последний вопрос на сегодня, потому что, к сожалению, наше время подходит к концу. Вячеслав Васильевич, имени, отчеству. Как ваше хобби помогает вам в жизни? И думаете ли популяризировать подледную рыбалку? От имени «Клевой рыбалки» проводить соревнования по районам. Ну, если бы у меня была бы такая возможность, я бы, конечно, проводил. Но это же все стоит очень много денег, все наши всяческие там переезды там и тому подобное. И поэтому я просто не смогу, у меня работа. А так, конечно, я очень рад, что был бы рад, если бы появились бы такие соревнования всякие. И вообще считаю, что люди все должны заниматься, ну, как бы, кто хочет вот этим рыбалкой. Поэтому призываю просто всех. Это очень интересно. Если даже вы
не будете это есть, вы можете просто это отпустить. Мгм. Так, ну что же, дорогие телезрители, наше время, к сожалению, подошло к концу. У нас осталось несколько не заданных Вячеславу вопросов. И вот хотелось бы, да, это как раз вам в руки передали, но это должно было немного треугольником пойти, не получилось. Это вот наш подарок вам специально от нашего телеканала. Хоть день рождения и у нас, но мы тоже любим дарить подарки, даже в свой день рождения. Желаем вашему каналу исключительно процветания, успехов, и чтобы золотая кнопка была не за горами. А вас, дорогие телезрители, я попрошу помочь Вячеславу в этом деле и пройти на YouTube и подписаться. Также хотелось бы поздравить еще раз наш телеканал с днем рождения. Сегодня мы для вас постарались организовать довольно интересную эфирную сетку. Надеемся, что у нас это получилось. И мы будем продолжать следить за новостями, держать вас в курсе событий и отслеживать исключительно самые свежие и актуальные новости. С вами была телеверсия YouTube-программы «Клевая рыбалка». В нашей импровизированной студии работал Василий Радченко. Оставайтесь на телеканале Якутия 24.